Привет, ребята! Смотрите, что мы сегодня готовим. Мы готовим такой прекрасный ягодный пирог с песочным тестом. Этот пирог делать очень просто. Он сногсшибательно вкусный. И если вам нужно сделать что-то быстро, это этот рецепт. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Впереди у нас много всего интересного. Итак, для нашей начинки нам нужно будет 600 грамм любой замороженной ягоды или свежей, если у вас лето. 600 грамм ягоды, 200 грамм сахара, 30 грамм крахмала или ванильный сахар, или натуральная ваниль, что у вас есть. Что я вам советую? Я советую вам сначала сахар вместе с крахмалом и вместе с ванилью перемешать. Почему? Потому что если вы сейчас крахмал добавите в ягоду, то получится, что у вас крахмал прилипнет к этой ягоде и будет комки, а это не очень удобно. Поэтому, когда вы смешиваете крахмал с сахаром, то крахмал уже будет вести себя совершенно по-другому. Он не будет прилипать к вашей ягоде. Что мы делаем? Мы эту смесь, нашу сахарно-крахмальную, пересыпаем в ягоду, доводим до кипения и оставляем остужать примерно 30-35 градусов, не больше. Пойдемте варить. Так, и для нашего теста будет необходимо вот эти ингредиенты. Я подробно еще напишу в описании. И, пожалуйста, не забываем, что когда мы работаем с холодным маслом, мы надеваем перчатки. Что нам нужно? Нам нужно половину муки. Это должно быть на глаз. Мы растираем с холодным сливочным маслом. Его можно нарубить, можно натереть по старинке на терку. Как вам удобнее? Мне удобнее именно так. Вот мы растираем масло с мукой. Попутно добавляем сюда соль, сахар и разрыхлитель. Соль, сахар и разрыхлитель. Вы можете рубить ножом, я уже говорила, можно рубить ножом, можно на терке. Нам не нужна прям такая супер крошка. Нам в итоге нужно будет тесто. Поэтому можете натереть на терке, это просто для удобства. Пирог, вообще этот пирог мой самый любимый. Когда нужно сходить кому-то в гости с пирогом, это, конечно же, именно этот ягодный пирог. А если у вас еще есть замороженная вишня, вообще отрыв башки. Так, что мы делаем дальше? У нас тут 2 яйца. Добавляем постепенно яйца. Да, можно и все сразу. Это принципиально. И постепенно добавляем оставшуюся муку. И замешиваем такое достаточно туговатое тесто. В процессе я расскажу, что дальше делать с этим тестом. Такое тесто у нас получилось. Делим его на 2 части и в холодильник на час. Не кладите в морозилку, чтобы ускорить процесс. Это тесто не любит морозилки. Любит в том случае, если вы хотите приготовить, там, не знаю, через неделю, через месяц, но вкус уже будет не тот. Это тесто в холодильник на час, и потом покажу, что делать дальше. Итак, мы достали тесто из холодильника, теперь нам нужно его раскатать примерно полсантиметра. Раскатывайте удобным для вас способом. Вы можете руками, можете взять форму и прям выдавить его на форму, можете раскатать. Я раскатываю. Вот примерно до такой толщины нужно раскатать. Теперь берете вашу любую форму, которая у вас есть, она не должна быть очень высокая, где-то примерно 3-4 сантиметра, и укладываете на нее тесто. Если делать на силиконовом коврике, удобно просто переносить. С этим тестом на самом деле очень и очень легко работать. Дальше вы делаете бортики. Вы представляете, когда вы попробуете этот пирог, когда вы принесете его своим друзьям,
все будут в восторге, это я вам точно обещаю. Так, пока края мы не обрезаем. Если у вас форма не силиконовая, то тогда не забудьте смазать маслом и посыпать мукой, сделать так называемую французскую рубашку. Или можете уложить на пергаментную бумагу. У меня форма силиконовая, поэтому ничего на нее не нужно сверху намазывать. Наша начинка уже достаточно остыла. Посмотрите, какая густая она стала. Жалко, вы не чувствуете этот аромат. Вливайте начинку. Имейте в виду, что если у вас диаметр формы поменьше, то, соответственно, и начинки должны быть поменьше. Распределяете. И далее мы берем вторую часть теста, охлажденную. Сейчас покажу, что мы сделаем. У меня вот такая форма есть, интересная, посмотрите, чтобы делать дырочки. Если у вас такой формы нет, вы можете нарезать полоски из теста, которое мы сейчас раскатаем. Помните, вторую часть охлаждали? Она была до сих пор в холодильнике. Или воспользоваться такой формой себе купить, потому что это очень удобно. Сейчас покажу. Сейчас покажу, как просто пользоваться этой формой. Вы раскатали тесто. Теперь перекладываете его на форму. Немножко подвинуть. Так. Порвалось, не беда. У нас песочное тесто. И прокатывайте его просто. Так, теперь, вот видите, я раскатала. Поднимаем нашу решеточку. Остатки, которые нам ромбиков. Кстати, вот эти ромбики потом можно использовать в украшения. Я один раз так делала, и мне понравилось. Все, вот эта часть нам уже не нужна. Убираем ее в сторону и продвигаем наш пирог. Просто переворачиваем. Вуаля. Теперь главное не торопиться. Ой, какой вкусный будет. Ребят, пока я выкладываю вот эту красоту на пирог, поставьте лайк и подпишитесь. Но, смотрите, теперь осталось нам обрезать края. И, кстати, сейчас вы уже можете включать духовку. Духовку мы, я думаю, что 180 градусов или до 200, в зависимости от вашей духовки. И будем выпекать его до золотистого цвета. Сверху вы можете смазать его яйцом, можете молоком, все, что у вас есть под рукой. Сейчас я обрежу и покажу, как буду ставить его в духовку. Посмотрите, какая красота! Сейчас я смажу его яйцом и поставлю в духовку где-то 30 минут, может быть 35. Посмотрим, как он себя будет вести. Вот эти вот ромбики, это как раз то, что осталось от нашей формочки. Будет очень вкусно и красиво. Подписываемся, ставим лайки. Впереди нас ждет еще много всего интересного. Посмотрите, какой пирог у нас получился. Красота, правда же? Аромат сногсшибательный. Не забудьте поставить лайк. Посмотрите.